Пришел, вооружившись знаниями. Кандидат в президенты Кыргызстана, известный не только в республике врач-нарколог Дженишбек Назаралиев, появился на экзамене по государственному языку с большой спортивной сумкой. Ее содержимое насторожило председателя лингвистической комиссии. Претендент продемонстрировал филологам словари, энциклопедии и справочники, изданные в разное время в разных странах. Назаралиев принес их специально, чтобы показать экзаменаторам, насколько развиты языки в тех странах, где перед выборами кандидаты на пост главы государства не сдают лингвистические тесты. Это наглядное пособие, на как надо развивать сегодня кыргызский язык. Нельзя кыргызским языком ограничиться буквально одной-двумя книгами, да, когда сегодня есть сотни тонн литературы, которую необходимо перевести и усовершенствовать национальный язык, чтобы в последующем кыргызский язык стал эквивалентным мировым языкам. Посторонние предметы в экзаменационный зал кандидату пронести запретили. Сумка осталась дожидаться своего владельца у дверей. Получив задание, Назаралиев сел за письменный стол. Размашистым почерком кандидат без труда на 3 листах изложил тезисы своей президентской программы. А затем выступил с устным докладом. Доктор рассказал о выгоде выращивания наркотиков, о том, как изменится жизнь в стране, если правильно использовать опийный мак и коноплю. Если в нашей стране наладить производство обезболивающих препаратов, изготовленных из наркотических веществ, то, по моим подсчетам, бюджет Кыргызстана пополнится на 20-30 миллиардов долларов в год. Наибольшие сложности у Назаралиева возникли при выполнении последнего задания. С выразительным чтением литературного произведения не заладилось с самого начала. Запинался Дженишбек Назаралиев много и часто, и на это экзаменаторы не могли не обратить внимания. В результате за чтение кандидат в президенты получил 2. Он действительно не справился с этим заданием, в общем-то не смог выполнить те требования, которые мы предъявляем. То есть те критерии, по которым мы оцениваем положительно, они фактически не были выполнены. Учитывая положительные результаты, показанные в первых 2 заданиях, филологи решили, что Назаралиева можно допустить к участию в президентских выборах. Тем более, что прогресс очевиден. Доктор уже баллотировался на главный государственный пост в 2000 году. Но тогда он показал очень слабые знания кыргызского и выбыл из президентской гонки досрочно. На этот раз филологи дали наркологу шанс.